Откуда появляются эти соленые воды? Если мы пробурили скважину, но неправильно ее эксплуатируем, переэксплуатируем, то поднимаются ниже лежащие соленые воды, и эта вода становится какой? Соленой. Какая соленая вода пригодна? Да никакая. Я вам сразу хочу один пример привести, что, например, вот соленые воды к чему приводят? Ну, во-первых, это отложение в суставах, да? Во-вторых, это гипертония, как бы связана обычно тоже с нарушенным солевым обменом. А недостаток солей, опять тоже плохо. Дистиллированная вода тоже вредна для здоровья и даже опасна для здоровья, если пить дистиллированную воду без солей. Да, вот. И тогда сердечно-сосудистые заболевания начинаются. Понимаете, вот у нас очень узкий биологический коридор, где эта вода полезна. Понимаете? Тот же фтор. Предположим, если его мало фтора, то это будет кариес, да, вот эти плохие зубы и так далее. Если много фтора, то это будет пятнистость, хрупкость эмали, тоже плохо, понимаете? Поэтому вот эти биологические коридоры, это среда обитания, о которой вот и Володя говорила, и все наши, это очень такая взвешенная должна быть какая-то вот атмосфера в этой среде, где и мало кислорода плохо, и переизбыток тоже плохо, понимаете? Мало угольной кислоты, двуокиси углерода, значит, у вас не активизируется дыхательный центр, понимаете? Значит, тоже, когда много двуокиси углерода, то есть вот начинаются свои проблемы, понимаете? То есть вот вся эта биологическая среда, она настолько хрупкая, что особенно в окружении человека, если амеба там в воде где-то чего-то, вот она, вот как Элита говорит, там погибла или еще что такое, это туфелька или там какой-то элемент биологический, то для человека с его особенностями развития, закладки этих вот всех функций его, начиная от зародыша и кончая, там, скажем, последним его жизненным циклом, то это очень много особенностей здесь есть. В данном случае вот Элита же начинала говорить структуры нашей службы, да, и по идее у нас специалисты всех профилей, которые вели человека от роддома и до кладбища, понимаете? То есть все сферы жизнедеятельности как-то были нормативно обусловлены. В роддоме свои требования, в детском саду свои требования, в общепите свои, там в школе свои, там в том общественном месте, где вы находитесь, тоже есть свои требования к режиму вентиляции, к режиму освещения, к вашему питанию, понимаете? Все это как бы зарегулировано. Что произошло, когда у нас начались эти реформы? Значит, все наши санитарные нормы и правила, которые написаны, в общем, можно сказать, здоровьем и на очень жестких исследованиях науки, там даны большие резервы, что если там превышение в одно ПДК, то еще есть какой-то резерв, что человек не погибает, вот, да? Вот выше, если этого ПДК. Поэтому, когда отменяются гигиенические нормативы и вводятся административным каким-то ресурсом, что, например, вот что такое жизнеобеспечение, да, вот смотрите, 9 квадратных метров, откуда взялась эта норма, да, для человека? Потому что это воздушный куб, который должен вовремя обмениваться, потому что вы вдыхаете, в общем-то, хороший воздух, а выдыхаете уже не совсем хороший, да, и поэтому вот эти вот все нормативы были и на одно рабочее место, и на одного жителя в квартире. Все это было зарегламентировано. Сейчас эти нормативы, они имеют рекомендательный характер, на который можно не обращать внимания, понимаете? И вот эти нормативы, которых сотни, надо было в короткое время перевести в постановление правительства или в технические регламенты. Технический регламент даже по питьевой воде, который мы приняли в 2011 году, мы его согласовывали 2,5 года. По министерствам, ведомствам менялись министры, значит, надо было менять всю эту, опять вот эти все документы. То есть у нас проблем больше, чем возможности их решения. И почему мы сегодня с вами говорим, что зависит вот от людей на местах. На что можете повлиять вы? Вот Анарочка и говорила, конечно, ни в коем случае не перекладывая на плечи общественности эти проблемы. Мы на нашем уровне бьемся там, как тому надлежит.
потому что мы государственные люди и понимаем ответственность за население. И поэтому сейчас вот те реформы, которые были необдуманно сделаны, нам удалось немножко в свою сторону направить, в сторону здоровья, в сторону людей, потому что мы сказали, вот когда обсуждалась стратегия устойчивого развития страны, мы сказали, хорошо, мы защищаем предпринимателей, но население осталось незащищенным. Мы для кого вообще это все делаем? Экономика экономикой, но для кого? Для кого? Для этих людей мы, предположим, должны вырастить здоровое поколение людей. Да? Мы достойно обеспечить жизнь должны этим людям, чтобы условия труда были безопасными, условия обучения были безопасными. И на все это вот направлена наша энергия, наша деятельность профилактического здравоохранения. Понимаете, вдумайтесь, профилактическое здравоохранение. В этом заложено все. То есть профилактика. Потому что лечить болезни – это уже как бы, знаете, устранять неполадки какие-то в организме. Вот. И поэтому, когда мы говорим об ограниченном доступе населения к безопасным источникам питьевой воды, я опять же хочу привести ту же Баткенскую область. Вот там заболеваемость детей почечно-каменной болезнью. Вот мы говорим о соленой воде, да? В 7 раз выше у детей до 14 лет, чем на севере республики. Понимаете? То есть здесь температурный фактор, там жарко на 4 градуса выше среднегодовая температура, на севере меньше, да? И на севере более благоприятный химический состав воды. Это просто я вам маленький пример даю, такой вот именно химический состав, это там нет вредных веществ, все это в пределах нормы, но тем не менее какое-то имеет значение, да, понимаете? Вот. Почему у нас такая система сложилась, такая вот ситуация? Потому что если раньше водопроводы, те же сельские, обслуживала кто? Сельводоснабжение, да, если кто-то постарше помнит, была такая организация, которая, сельводоснабжение, которая любой водопровод колхоз, совхоз передавал на обслуживание, там за километраж они какие-то деньги взимали. В этой структуре работало 600 человек в лабораториях, 600 человек, вот мы говорим элита, там одна, еще там полставки, еще пенсионер у нее, да, 1,5 ставки, то там 600 человек контролировали качество воды, и по всем регионам 6 было базовых лабораторий, было оборудование, все. А сейчас на границе между вашим здоровьем и качеством воды осталась только, значит, структура здравоохранения. То есть на плечи здравоохранения весь контроль за качеством воды. Наша служба делает десятки тысяч исследований. Кто это? Это люди, помощники санитарных врачей, которые идут за десятки километров, едут, отбирают эту пробу, везут ее в лабораторию, да, и там этот врач-лаборант или лаборант, который получает, врач получает 4500 сомов, а лаборант еще меньше, там у них ставки, да. Вот, эти люди, они... Потому что лаборантов вообще экономный персонал. Да. То есть, оснащая наши лаборатории высокотехнологичным лабораторным оборудованием, конечно, нужно позаботиться и о кадровой составляющей этих лабораторий. Что касается этого, можно, Нина Сергеевна, скажу? У нас каждый специалист, обученный, работает на 5, а то и более приборов. Это нормально. Вот я когда была на специализации в Москве, у них вот один человек, один прибор, вот он пришел, тупо сел, вот эти анализы прогнал по своему прибору и все. А мы же туда поставили, туда побежал, тут же побежал, пробы забери. Вот это все, и тут же регистрация сам прорегистрируешь, сам отбираешь, сам проводишь исследования, еще и сам выдаешь протокол. Да. Один человек это все делает, один человек. Это проблемы нашей службы. Я думаю, что это будут... А там один прибор, один когда-то повернуться к мне лицом. Собирает все исследования, печатает совершенно другое. Наши это все 5 в одном. Вот. Возвращаемся к контролю за качеством воды. Значит, на каждый водопровод в территориальных центрах Госанэпиднадзора, которых 50,
То есть на каждой территории, в каждом районе есть такой центр. И есть паспорт на этот водопровод, есть схема этого водопровода, есть график, по которому отбираются, значит, по показателям безопасности. Вот. Но не в нашей власти, не в наших силах хозяйственную деятельность изменить по обслуживанию этих водопроводов. То, что СООПы созданы и кто хорошо, близко с ними сталкивался, это людей однажды обучили, когда строились эти водопроводы в рамках Азиатского банка развития на кредиты или Всемирного банка. Когда-то их обучили. Идет текучесть кадров, смена поколений, да? Когда-то им дали маленькие приборчики, по которым они что-то могли там ориентироваться, там электропроводность, там остаточный хлор и что еще? И прозрачность. И прозрачность. Да. Вот. Реактивы закончились, проект ушел, значит, устойчивость проекта по DFID оказалась сомнительной, и эти люди, в общем-то, уже этих навыков не имеют. Вот. Что касается структуры самого вот управления водоснабжением, значит, департамент сельского водоснабжения за последние 2 года 5 раз переходил из одного ведомства в другое. Сейчас они приплыли в Госстрой, да, в Госстрой, и теперь у них функций много, добавок еще дали им жилищно-коммунальное хозяйство, департамент развития водоснабжения, водоотведения и жилищно-коммунального хозяйства. То есть, если раньше вот этими вопросами, скажем, по городам занималось Министерство коммунального хозяйства в республике, нас стало больше, население больше стало. Этого министерства давно нет. Но в этом департаменте, вот Анара мне не даст соврать, так сказать, там вообще тоже 3-4 человека, которые что-то понимают в водоснабжении. В водоотведении, то есть в канализации, никого. Там вообще специалистов пока что еще нет. То есть вот у нас вот эта структура осталась никем не обслуживаемая, квалифицированными кадрами, да, никем не поддерживаемая. И раз вот эти люди вложили 5%, сбор они как бы сделали на реконструкцию, реабилитацию своих водопроводов, но эксплуатировать они не умеют некому эксплуатировать, нет ремонтной техники. Сейчас пытаются ассоциации какие-то создавать, чтобы, значит, на местах кто-то хотя бы в районе имел бульдозер, там какую-то землеройную технику, да. Смотрите, вот у нас, причем политика вот этих проектов была Азиатского банка и Всемирного банка направлена на то, что водопроводы, чтобы не тратить электроэнергию на подъем подземных вод, давайте самотечные водопроводы. Что такое самотечный водопровод? Ну, это где-то из реки, где-то из оросительного даже канала у нас такое было. То есть люди как бы не понимали, что им предлагают. Говорят, ой, это будет дешево, за электроэнергию вы не будете платить. Вот вода будет всегда, и она будет у вас течь. Но эту воду надо очищать. В чем опасность здесь? Понимаете, вот тот же скотопрогон, который вдоль реки, да, вдоль реки. Есть болезни, которыми болеют и люди, и животные. Это зооантропонозные заболевания, понимаете? И, например, если мы делаем лабораторное исследование острой кишечной какой-то инфекции, там дизентерия там, или что-то еще такое, то лаборатория определяет только 40%. В 40% проб лаборатория может подтвердить диагноз вот от этого или вот от этого. А остальное это непонятно, какая этиология, какой возбудитель там был. А оказывается, это есть такие еще такие возбудители, как криптоспоридии. Криптоспоридии, которые очень сложно определять. Одна наша сотрудница ездила в Англию, ее там обучили и так далее, но это на постоянной основе надо, понимаете, это надо 50 литров воды доставить по особым правилам, там ее фильтровать, То есть я к чему это говорю, что мы даже идентифицировать вот этот возбудитель в условиях лаборатории не можем. Причем на криптоспоридию хлор не действует. Не действует, понимаете? То есть хлорирование воды оно не даст. А вот в этих 40%, которые мы ничего не можем определить, возможно, скрывается вот этот возбудитель. То есть мы с вами как бы должны быть нацелены на то, что пока у нас 44
месторождения подземных вод, разведанных, хорошего качества. То есть вот в стратегии, в нашей политике, и вот когда вы там на местах со своими людьми говорите, значит, ориентируйте их на подземные воды, пожалуйста, потому что поверхностную воду очень сложно очистить и поддержать ее в том уровне, чтобы она была безопасна. Причем даже те хлораторные установки, которые построены в рамках проекта, они, как правило, не работают. Потому что хлор – это, в общем, довольно токсичное вещество. Если мы с вами говорили формальдегидом и так далее, да, то здесь хлор непосредственно попадает в воду. В каких-то дозах, малых, там 0,3-0,5 миллиграмма на литр, это безопасное, так сказать, содержание. Но для этого ежечасно должен лаборант сидеть и определять, ни выше, ни ниже. Ниже, тогда зачем вообще портить воду, она не обеззараживает, ничего не делает. Выше, это уже токсичная доза, зачем она вам нужна, понимаете? То есть, если это подземный источник, нам достаточно ультрафиолетового облучения, бактерицидные, так сказать, лампы. Это просто на электричестве, да. В таком случае водопровод должен постоянно быть обеспечен электричеством, понимаете, для подъема воды и для того, чтобы работала бактерицидная установка. То есть политика ценообразования здесь должна быть со стороны государства, чтобы это было доступно по цене, да. И надо, чтобы вот все-таки в проектах вот эта закупка оборудования, да, чтобы было заложено это все, так как чтобы обеспечить гарантированное качество. Вообще подземную воду, в принципе, если она очень хорошо охраняется, если она изначально не загрязнена, ее можно было бы и не обеззараживать. Но почему мы делаем бактерицидные установки? Профилактически. Вообще вот подземная вода, если вы знаете, вот строение скважины, она пробуривается до водоносного горизонта, да? Вот. И когда начинается подъем воды насосом, да, то вот все, что вокруг находится, да, оно же рано или поздно притекает в эту скважину, да? Поэтому вот, когда принимали кодекс о земле, то надо было бы озаботиться на каждой территории, чтобы были зоны санитарной охраны водоисточников. Я хочу сейчас чуть-чуть подробнее сказать, что это такое. Ну, самая минимальная зона вокруг такой скважины – это 50 или 30 метров. Для Иссык-Куля это 50 метров, потому что там проницаемые грунты, да? Если чуть-чуть более водоупоры там, то это 30 метров, да? Это зона строгого режима, куда ни одно живое существо, ни лошадь, ни баран, ни корова, никто не должен входить. Это нельзя превращать эту территорию для личного выпаса скота. Нельзя там огород устраивать, понимаете, поливать там удобрением или еще что-то такое. Нельзя по периметру засаживать плодоносными какими-то плодовыми деревьями, только декоративные, потому что если плодовые деревья, вы должны обрабатывать химическими веществами, понимаете? Это запрещено санитарными нормами. Дальше, это зона строгого режима. Геологи, если это подземные воды, должны рассчитать расстояние на второй пояс и третий пояс. Что такое второй пояс зоны санитарной охраны? Это прежде всего зона биологической безопасности. Она рассчитывается из учета проницаемости грунтов, мощности водоносного горизонта, который там внизу находится, водоотбора. То есть там своя методика, достаточно сложная, гидрогеологи ее знают, и они должны рассчитывать. А вы, как общественность, если вы будете участвовать при рассмотрении этих проектов, вы спросите, а есть ли проект зон санитарной охраны? От вас это зависит. Есть ли проект? Просчитаны ли эти зоны биологической безопасности и дальше химической безопасности? Из чего исходят, когда биологическую безопасность говорят? Оказывается, что микроб умирает через 400 суток, погибает, если даже он попал в этой зоне, да? Год, что ли? Больше года. 400 суток, да. Он может прожить, этот микроб. И поэтому расчетное время проникновения вот какого-то внешнего загрязнения 400 суток. И вот это рассчитывается, это идет расчет, понимаете? И дальше третья зона – это зона химической безопасности.
Это здесь нельзя. Автозаправочные станции, там, если дома стоят, они должны быть канализованы, там нельзя там минеральными или химическими токсическими веществами, стойкими какими-то обрабатывать на территории, да? Вот эта зона третьего режима, она рассчитана, что если пробурили скважину, за 25 лет, вот если загрязнение на край попало вот в эту зону, оно не должно прийти в скважину. 25 лет. Понимаете, это какие серьезные должны быть расчеты. Причем проект, хорошо, вам рассчитали геологи этот проект, да? Но должны быть в проекте материалы изысканий. Что это такое? А что находится на этом расстоянии? Вот во втором поясе и в третьем поясе. Если это биологическое, вот второй пояс, да, там не должно быть поглощающих ям, туалетов там, да, скотомогильников, там, всяких захоронений. То есть это микробы никакие не должны попадать, да, вот в этой. Значит, если они там есть, то должен быть разработан план в проекте, что делать с этим. Значит, если это жилые дома там попали, канализовать их. Какие-то деньги должны быть заложены для этого. Если это третий пояс и химические, значит, хорошо. Вот Аил Ахмату там или кто отводит землю, да? Отводит землю. А оказывается, она в третьем поясе, а там хотят заправку частную, там химчистку, ну, я не знаю, что там еще хотят. Склад ядохимикатов разместить. Землеустроитель, архитектор, владелец этой территории, и вы должны знать, что на этой территории это размещать нежелательно и просто нельзя. И вот когда этот проект готов, и когда мероприятия все просчитаны, да, только тогда вы можете сказать, да, можно использовать этот водоисточник или нет. Безопасно это будет для вашей жизни, для ваших людей на весь период, на все 25 лет или нет. Сложно это, ну, не так просто с первого раза, да, но на самом деле, если это делается проект, то с них надо потребовать именно это. С проектной организации, с Азиатского банка, со Всемирного, с Евро, там все, кто сейчас этим занимается. Ну, я пример хочу привести. Вот Бишкек, да, где-то 60% населения у нас пользуются водой из арталышского месторождения, да, вот Талыш, да. Вот. И оказывается, вот зона даже второго пояса Порталыша, это по вершинам гор, вот это который. А третий пояс вообще тут даже и не рассчитывается, потому что вот вся зона предгорная, это должна быть настолько благоустроена, и настолько там не должно быть ни химии, ни физики, ничего, чтобы мы не искали другой источник месторождения подземных вод для города Бишкека. Следующий источник для Бишкека может быть только за 60 километров из-за Сокоты. Если мы угробим вот это, вот то, что мы сейчас имеем, да, ну вот у нас, смотрите, что сейчас. Зона новостроек, да, вокруг? 49. 49 новостроек вокруг Бишкека. Они не канализованы. Держат подземное хозяйство. На территории... Вот. Понимаете, здесь, ну, как бы, вопрос в чем? Во-первых, на самой территории города 47 водозаборов, еще локальных есть. И если у нас нет этих защитных зон для этих источников, то мы рано или поздно их увидим, что они загрязнены. Вот, например, район Пешпека, да, район Пешпека. Там, где вот завод Фрунзе, да, где у нас... Там вот мы находили в воде и хром, и нитраты. Почему? Потому что там массивное загрязнение было. Во-первых, промышленная зона. А во-вторых, там разгрузка была и минеральных удобрений, и все, что хотите. Вот. Но мы не избежим это и с другими источниками, которые по городу есть, да и у вас везде, где они есть, да, если мы не будем охранять эти водоисточники. Это очень и очень серьезный и самый важный вопрос. Если нельзя сделать охранные зоны, нельзя разрешать вообще на выбор этого источника. Нельзя. Давайте я договорю, вы придержите вопросики, ладно? Слышно будет. Анечка, я нажимаю. Вот эту? Нажимаю, да? Нет, вот эту. Вот эту. Нижнюю. Нижнюю, да? Вот.
Ну вот мы с вами это почти проговорили. Отсутствие специализированных служб по эксплуатации, нехватка квалифицированного персонала и нет автотранспорта для альтернативной доставки питьевой воды. Вот там, где нет воды, да? Вот понимаете, закон о местном самоуправлении, да? Там записано, что органы местного самоуправления обязаны обеспечить население безопасной питьевой водой. Это прописано еще и в законе о питьевой воде. Вот, понимаете? Значит, если вы как общественники будете говорить со своими управителями там на местах, вот ссылайтесь на эти документы, потому что они однозначно закрепляют за ними эту обязанность. С чем столкнулись еще СОУПы? С нежеланием части населения оплачивать услуги водоснабжения, СОПВ. Многие СОПВ оказались финансово неустойчивым совершенно, потому что собираемость за воду, ну, никакая. А что такое вот эта оплата за воду? Во-первых, это тариф из чего он складывается? Из необходимости содержать штат какой-то водопроводчиков, да? Покупать ту же хлорку, если там это, покупать какие-то расходные материалы, там вентили, трубы и так далее, да? Вот. И кроме того, значит, они должны обеспечивать бесперебойную подачу воды. Если труба запустевает, да, водопроводная, значит, вот все, что вокруг, вот этот грунт, пропитанный ей, там, где дырявые трубы и так далее, из него в трубу поступает вот это вот все. И даже в источнике, если у вас была хорошая вода, то вот колодец, залитый водой, предположим, смотровой, да, и дырявые вот эти трубы с утечками, выключение электроэнергии, да, на время, это все приводит к вторичному загрязнению воды, и поэтому даже если вы будете ее хлорировать, не хлорировать, когда она придет к последнему потребителю, она уже имеет гарантию быть загрязненной, вернее, не имеет никакой гарантии быть чистой. Так, да? Вот. Вот на этом слайде я вам хотела показать, что вот по цифрам 87,7% населения имеет доступ к водопроводной воде. И в том числе, значит, 81,8% сельского населения. С этим совершенно не согласен Департамент сельского водоснабжения. Сейчас объясню, почему. Значит, дело в том, что департамент начинает свой отчет с момента своего существования, и вернее даже с момента реализации проектов, первой фазы, да. Сколько они охватили сел вот своим, так сказать, проектом, да, столько вот у них получается. У нас немножко другая статистика. Дело в том, что те 50 центров Госводопиднадзора, которые есть на местах, они нам дают ежегодный отчет, сколько населенных пунктов, в скольки из них есть водопроводы. Понимаете? В скольки этих водопроводов не работают там обеззараживающие установки, сколько колонок там не работающих, потому что у нас такая статистика, которая приближена к людям и в каждом этом селе. Я не хочу сказать, что все эти водопроводы работающие. Может быть даже, что уже раскурочено все и одна колонка в селе работает. Но вот по международным стандартам Всемирной организации здравоохранения, значит, что считается доступом к питьевой воде? Это 20 литров на одного человека в сутки на расстоянии 1 километра. Еще раз. 20 литров на расстоянии 1 километра. Вот. Они за 10-20 километров, я видела в Баткенской области воду на Ишаках и на всю. Вот, 1 километр. Это считается, по международным меркам, считается доступом к питьевой воде. Но мы считаем немножко по-другому. Мы считаем, если в селе есть водопровод, значит, по-любому из РК люди не будут пить. Понимаете? Вот. Другое дело, что надо поддерживать это. Поэтому у вас 71. Да. В этих селах везде есть, в городах. Это норма, да? Нет. Возовская? Нет, это наша. Я говорю, просто Возовская с нашими не сочетается. У нас наличие водопровода в населенном пункте. Вот. Даже если там нет воды. Понятное дело, что его надо реабилитировать, надо все, понимаете? Это уже как бы дело
эксплуатирующие организации. Вместе с тем у нас все-таки столько сел, в которых около 600 тысяч жителей пользуются децентрализмом. Это родники, отдельно пробуренные скважины, да? То есть это локальные или децентрализованные источники водоснабжения. Вот. Вот самая нижняя строчка, это мы взяли данные тоже где-то из исследований, где-то из отчетов территориальных органов. 32% школ и детских 14% дошкольных учреждений не обеспечены водопроводной водой. Плохо это очень плохо, конечно. Но вместе с тем, вы знаете, я хотела сказать, что ответственность руководителей вот этих организаций иногда меня тоже поражает. Вот в Таласской области, не обижайтесь, пожалуйста, таласцы, в одном из сел, значит, там, где уже проложили новый водопровод, реабилитировали его, не буду называть это село, директор школы говорит, я ее спрашиваю, вот 10 метров проходит водовод. Неужели нельзя было в школу завести? Она говорит, да ничего, я из арыка пила и пью воду и до сих пор живая. Это директор школы. Это я хочу сказать, что надо на образовательном уровне не только с домохозяйками работать, но надо просвещать руководителей, от которых финансы зависят, да? От которых зависят спонсоры, доноры. И вот так, понимаете? Потому что это не первый раз я сталкивалась. То же самое было в Нарынской области, село Байзак. Я не знаю, говорят, этот директор уже не работает, директор школы. Мы приехали с международниками туда, венгр, грамотнейший специалист по канализации. Они хотели что сделать? Хотели, чтобы в школе, в типовой, восстановили туалеты на свои деньги, спонсоры сами, да? Вот. Говорим с директором школы. Вот так и так. Они вам построят рядом со школой маленькие очистные сооружения. Вот. А в школах восстановят вот эти туалеты и все. И детишки голые, там, ну, я имею в виду раздетые зимой, по холоду не будет за 100 метров бегать в этот загаженный, потом вот все эти красоты вы увидите, в эти туалеты, да? Что он говорит, директор школы? Ой, вы знаете, запах будет плохой в школе. Аргумент, понимаете? Аргумент. Что его волнует здоровье детей, что ли? Я не знаю, говорят, он уже не работает. Ну, дай бог, чтобы он уже не работал в этой школе. Понимаете? Понимаете? Я встречала таких директоров, которые говорят, сделай мне вот это, сделай, и что мне за это будет? Вот вроде бы, да, и вот вашим этим я вижу, например, такую подоплеку, а что мне будет за это? Что я буду иметь? Да. Ну, чтобы не обидно было, я и про Иссык-Куль вспомню. И на Иссык-Куле мы были, где по проекту, вот по первой фазе DFID установили умывальники. В школах установили умывальники. Где-то восстановили туалеты, построили новые туалеты, да? Заходим в один из классов. Я у классного руководителя спрашиваю. Говорю, у вас для детей есть рулончик туалетной бумаги? Она на меня такие глаза сделала, знаете, как будто я про марсиан у нее спросила, что такое туалетная бумага? Ну, до 10 сомов, ей насколько хватит этого рулончика, потому что не все дети ходят по большим делам в школе, да? Ну, приучать, это школа, это детский сад, где надо приучать, понимаете, культуру, прививать к этому. Эти дети понесут эту культуру домой. Понимаете? И опять же, в той же Иссык-Кульской области, в очень отдаленные там населенные пункты, это, по-моему, Аксубский район, там, значит, родителей у девочки дома не было. Да? Не было родителей. Мы как раз подъехали, там посмотрели где-то колодец, где-то что, и говорим, а туалет у вас где? Она такая гордая, ребенок ведет нас. И вы знаете, там очень простенькая бутылка, да, вот эта полимерная, и крышечку вот так отворачивает, и около туалета она прибита.
И она вот так открыла, и вот такая довольная, счастливая, и кусочек мыла лежит. Ну что, значит, работа была с этим населением проведена, что даже ребенок, вот этот вот, я не знаю, младший школьный возраст, и она такая гордая, довольная, вот она показала, понимаете, она показала этот туалет вентилируемый. Что такое вентилируемый туалет? Вы понимаете, не будет запаха в этом туалете, если взять обыкновенную пластиковую трубу, пластиковую, или из этих же бутылок сделать пластиковую трубу, вывести из ниже из ямы вот из этой, да, вывести ее выше конька вот этой, но выше крыши этого туалета, и запаха не будет. И вот этот ребенок мне все эти такие новшества показывал с такой радостью, с такой гордостью, понимаете? Вот я считаю, что общественность вот здесь вот должна поработать, понимаете? Затрат тут никаких не надо. Абсолютно, что эту даже пластиковую бутылку, чтобы руки вот помыть. Я не знаю, у меня, это, кто с нами ездил, международников, наверное, было, но мне настолько было приятно. Еще один пример. Но это уже Нарынская область, очень отдаленный район. Очень отдаленный район. Заходим в школу. Начальная школа. Очень опрятного вида директор. Интеллигентная женщина. Понимаете? Мы говорим, а где у вас там кружечки моют, где там дети питаются, вот про школьное питание, да? Она повела нам и показывает. Вот на труде девочки вышили, значит, на каждом полотенце инициалы каждого ребенка. И вот эти ячеечки, да, на всех там, сколько там их человечков, на каждого человечка висит полотенчика. У каждого кружечка своя, понимаете? И в пятницу эти дети вот эти полотенца забирают домой постирать. И в понедельник они вешают. Что это, большие материальные затраты? Скажите на милость. Нет, эти дети приучены, что у него своя кружечка, у него свое полотенце, и у нее простенький умывальник, но около него мыло есть. Вот. А в других я уже не буду называть опять их ни районы, ничего, приходишь, даже там, где умывальники купили по гранту, сделали, установили, мы приходим, а где умывальник? А сейчас находят этот умывальник в подсобке где-то, понимаете? В лучшем случае, если они знали, что мы приедем, вот видно, что только что установили, и еще там заглянула, там воды еще даже нету. И не было. И не было, наверное, нет. Это я почему говорю, так много времени вам уделяю, потому что вы общественность, вы с людьми на местах работаете, и от вас вот это все зависит. И тот же рулончик бумаги, потому что дети расписывают там всеми буквами алфавита эти туалеты, да, потому что нечем вытереть элементарно то, что надо вытереть, да. А это небольшие деньги. Все равно с этих родителей поборы идут. Все равно идут, да? Ну, надо их нацелить на это. И каким-то индикатором сделать, а есть это или нет. Почему индикатором не сделать, да, в школе? Он бы зашел, посмотри. В общем, отвлеклась я. Так. Ну, давайте или договоримся, я договорю, где-то запишите, потом отвечу, ладно? Потому что это... Нажимайте там. Что? А я что сделала? Вы не нажимаете. Нет, вы... Нажала, да. Вот по качеству воды поговорим. Мы вот то, что я говорю вам, десятки тысяч исследований этих делаем. И вот что мы нашли, это итоги прошлого года. Если все пробы мы берем за 100, то 9,8% от этих проб, значит, они имели отклонение по санитарно-химическим показателям. То есть какие-то токсические элементы или взвешенные вещества даже были. Ну, то есть они не соответствовали. По микробиологии это где-то хуже, да? По микробиологии это 30%. Причем это где? Это где? Это какие источники? Помните, я вам говорила, поверхностные источники, их невозможно не очистить, чего-то он качество их, да? Подземные источники, вот ниже строчка, у них 4,2 по химии и только 7,1 проб по микробиологии не соответствовало. То есть это подтверждает, вот опять же, наш горький опыт, что надо ориентироваться, надо идти на подземные источники, но их надо охранять. Разумно охранять, правильно делать подход к этим инвесторам, чтобы они не диктовали нам свои условия, что только на поверхностные источники и все, и хоть ты умри. Вот. А чтобы политика была
как бы направлена на человека. Ну вот, доступ к системе санитарии – это печальная история. По данным Всемирной организации и ЮНИСЕФ, где-то 75% городского и 51% сельского населения имеют устойчивый доступ к санитарно-техническим сооружениям. Сейчас объясню, что это такое. Если я вам говорила, по воде это 20 литров на расстоянии 1 километра, то санитарные удобства – это перекрытие над ямой и какая-то крыша и какие-то вот двери и так далее, понимаете? То есть это достаточно примитивное устройство. Это даже не обязательно герметичный этот выгреб, даже не обязательно. Вот. Это вот по их оценкам вот такая система. Да? Собственными туалетами со сливными бачками пользуются 51% городского и только 3% сельского населения. Это уже данные по нашей республике. Незначительная часть сельского населения использует улучшенные санитарные сооружения и вентилируемые туалеты. То, о чем говорила, если из подземного вот этой сооружения идет вынос этих пахучих веществ, так сказать. Вот. И опять 33% школ и 52% дошкольных учреждений не подключены к системам канализации. Почему? Это же, понимаете, это несложная система. Есть очень небольшие локальные сооружения, которые даже на территории школы могут работать. Это поля подземной фильтрации, это фильтрующие траншеи, это внутри школы могут умывальники стоять, канализация туда отводит. Это очень просто, но это надо пропагандировать и спрашивать с этих вот руководителей, которые могли бы видеть перспективу, потому что сейчас пока система аховская. Ну, почему мы так пристально смотрим за водоснабжением и отведением этой испорченной воды, загрязненной, да? Но прежде всего мы, конечно, озабочены тем, что с водой передаются бактерии, да? Бактерии, которые вызывают острые кишечные инфекции. Ну вот в частности у нас, смотрите, чаще всего это брюшной тиф, паротиф, бактериальная дизентерия, вирусный гепатит А. Заболеваемость брюшным тифом регистрируется ежегодно в виде спорадических и локальных вспышек. Большинство из них в Джалабадской области. Доехали мы до Джалабадской области, не всем. В целом по республике заболеваемость острыми кишечными инфекциями держится на стабильно высоком уровне, достигая в отдельные годы интенсивного показателя. Что такое интенсивный показатель? Это одно заболевание на 100 тысяч населения. И вот смотрите, если в 2001 году это было 332,4, то по данным 2012 года это 609,7. Куда мы идем? Вот, наглядно. Наихудшие показатели здесь мы увязываем их и с качеством воды, и с недостаточностью по Баткену. Здесь 980 интенсивный показатель. Понимаете? Это была начальная цифра, а в 2012 году 1061. По Джалабадской области 643 немножко отстает. То есть достаточно высокие заболевания. Почему я говорю про эти болячки? Потому что это очень большие затраты для семьи. Финский институт окружающей среды, как-то они подсчитали, значит, ущерб для нашего здравоохранения на лечение этих больных 1 126 миллионов долларов теряет республика только на лечение вот этих больных острыми кишечными инфекциями. А если эти деньги вложить в развитие канализации? Проект дает всего 15-20 миллионов. Да. Да. 6 проектов. Ну вот эта структура инфекционной заболеваемости, это без гриппа. И вот смотрите, вот это вот, где это, чем показать? Вот, паразитозы, это вот 34%, видите, вот голубым, да? Бирюзовым 33%, это у нас острые кишечные инфекции. Вот, что еще у нас тут? Гепатиты вот ярко-розовые, да? Синие, вот это бруцеллез, и зелененькое это туберкулез, да? Туберкулез. Вот такая у нас картиночка. Вы знаете, не только из-за воды.
Ну, вот бруцеллез я бы не связала напрямую с водой. Почему? Потому что это больные животные, да? Это когда дети ухаживают за животными. Понимаете, вот абортированные вот эти вот да, животные, да, вот когда дети без перчаток, не имея защитных средств, это тоже же, в общем-то, и само население, это тоже просвещение, это тоже может общественность взять на себя, да, сельские комитеты здоровья, например, они хорошо, активно вмешиваются вот в эту процедуру, вот. Ну, Хороший комплимент же сказали. да. Вот смотрите, тут еще более подробно. Вот оки неустановленной этиологии, то, что я вам говорила, вот ярко-синее, да, это то, что могут быть криптоспоридии. Это то, что мы лабораторно не можем даже установить, что это такое. Посмотрите, сколько. А установленные этиологии, вот выше над ней вот сектор, да, вирусный гепатит А, 31% вот, красное, да. Так, тифопротифозные заболевания, желтенький фрагмент, дизентерия 8%, вот зеленый, и сальмонеллез 2%. Так, ну вот здесь вот некоторые вспышки просто были описаны, я просто не хочу ваше время на это тратить. В 1998 году была вспышка брюшного тифа с загрязнением, связано с сточными водами в городе Ош. Я была на этой вспышке, я видела эту вспышку. Это там произошла утечка из насосной станции в оросительный канал. Они же по течению этого канала 5 населенных пунктов пили эту воду из этого канала, и произошла очень большая вспышка. 2002-2003 год тоже в Баткене была крупная вспышка. 2003 год в Майлусу была вспышка. В 2004 году 2 эпидемические вспышки в Таласе и Баткене. В Джалабадской области вообще в последние годы остается очень неблагополучный регион. Там уже эндемичные очаги брюшного тифа, потому что когда человек переболевает брюшным тифом, он не всегда излечивается до конца и остается носителем брюшного тифа. У нас есть обычай. Свадьба, поминки, еще какое-то торжество, устуканы потащили по домам. Дети ели, термически обработанные, не обработанные. А сколько людей соприкасалось недостаточно помытыми руками, бурсаки разбрасывая, да? Вот, подумайте, сколько вспышек таких вот было. Зависит от нас это, чтобы с людьми говорить. Ладно, если вы принесли этот устукан домой, ну, проварите его еще разочек, прежде чем там детям дать, да, или самим это использовать. Потому что вот эти вспышки, как правило, они как-то связаны с большими торжествами и с едой. Ну вот каждый год, да, у нас до 45 тысяч заболевших гельминтами всякого рода, да? Вот. И эти затраты тоже достаточно существенные. Что такое гельминтоза у детей? У некоторых детей по 2, по 3 вида разных. Понимаете, это на умственное развитие детей, на успеваемость, на поведение детей. Понимаете, чисто на физическое развитие детей. Что такое гельминты? Грязные руки, загрязненные продукты, да? И когда руки моют не только перед едой, но и после туалета. И должны быть условия везде, во всех учреждениях, детских, дошкольных, и дома вот это на уровне родителей вдалбливаться. Прежде чем взял кусок хлеба, помой руки, чтобы были условия, понимаете. Меня, например, это обижало, когда в одном из пособий для образования нашего населения было написано, что наши девочки не ходят в школу, потому что грязные туалеты, и потому что около туалета нет даже золы, чтобы мыть руки. Что за чушь? Я говорю, вы откуда это взяли? Про наши школы, про наших детей. Иностранное руководство было по образовательным компонентам. Чтобы руки мыть, да? Поэтому нет золы. Ну вот, я вам говорю, это было реальное руководство. Ну вот смотрите, еще последняя здесь вот на слайде, последняя строчка. На долю болезней, связанных с расстройством кишечника,
приходится 16% детской смертности. Много? Много. Много. Можно повлиять на это? Можно. Но когда умирают от кишечных расстройств дети до года, которые еще сами не берут руками, которые еще сами кушают только мамину продукцию, да? Это гигиена матери. Понимаете? Это гигиена матери в первую очередь. Тут вот немалое вмешательство должно. Ну вот, наши красивые колонки, посмотрите, разрушенный, вот открытый колодец, да? Отмостки нету. Да. Потом посмотрите, верх этой колонки. Ни ручки, ничего нет. Да, она наверняка на самоизлив течет. Вот. Это типичное место для мытья рук. Вот смотрите, кусок там вот выведен на фасад этого здания какого, непонятно, что это там за здание. Вот. Это колодец в Таласской области. Да? Вот здесь показаны вроде как неплохие эти рукомойники, да? Да. Воду не налили, все, не работает. Света нету, не работает. А это вот классические случаи, как дети, да, вот колонка для мытья рук в школе. Это Таласская область. Это Манасский район, школа, да? Вот тоже довольно далеко. И посмотрите, дети вон там около какой-то трубы чего-то там пытаются мыть. Вот такие. И они дырочки Дырочки. делают. Нормально, да? Вот смотрите, вам пример, когда переполненный этот вот бачок для слива, да? Вот. Ну и что, как там пользоваться этим? Это школа Дарханы Сыкульской области. Вот школа имени Кушчубаевой, Таласская область. Вот. Одно полотенце на всех. Я вам приводила, когда в отдаленном районе Нарынской области сама, ну такая опрятная, такая прелесть, это директор школы. И на каждого ребеночка в ячейке, это зависит от руководителя еще зависит. Очень много. Да. Ну и вот, пожалуйста, школа имени Алыбаева, Нарынская область. Вот. Да, наибольший процент заболеваний был отмечен вот в Таласской области, в частности, да? Нарынской области. Друг на друга Нарочно не придумаешь. Ну, Им же интересно, да? и когда я вам говорила по туалетной бумаге, ребята, когда я вам говорила про туалетную бумагу, я забыла вам сказать про Баткенскую область. Там, значит, в туалете стоит ведро, и в нем эти камешки, да, камешки. Поняли для чего, да? И вот эти камешки периодически ведро высыпают на солнце, потом опять их собирают и ставят туда. Это из жизни, понимаете, это не придумано. Это наше времена. Это наше время. Не, они же должны туда, чтобы вот это, чтобы он заполнился и чтобы это. А потом они это вынесли на солнце, просушили и снова. Нет, имеется в виду, Они должны в это туда, в яму в туалет эту. заполнялся, чтобы его потом закапывать. Так не делают. Изначально Вы ошибаетесь. Нет, это туалетной бумаги, девушка, это давно Не, известно. но она говорит, после того, как использовали это, но это в данный момент это не делает. Ну, таких картинок, вот внутренний вид этих туалетов. В Нарыне вот такие туалеты, это вот такая гора льда, да, намороженное испражнение. У нас как хуже, чем в этом, в Африке или лучше. А потом мы обижаемся, что нас страной третьего. А Посмотрите, какой же- что, да? какой же нет? Жуть какая-то. Ну вот здесь приведены исследования учащихся начальных школ Таласской, Сыкульской, Нарынской областей. Это в 2003 году. Значит, и показало снижение на 76% случаев заболевания лямблиозом в селах, где проводилась работа по гигиеническому образованию. Представляете, что значит просто поговорить, прийти на родительское собрание, говорить с классными руководителями, говорить с директорами школ, да? Ну и вот тут примеры по Таласской области, тоже снижение там было достаточно видимое, да?
Ну и самое главное, конечно, нужно создать ученикам условия для мытья рук, соблюдение правил гигиены, обеспечить на регулярной основе уборку школьных туалетов. Ведь в школьном бюджете нет ни одной копейки, ни одного тиына для того, чтобы содержать уборщицу. Почему мы об этом не кричим? Почему? Я не знаю, где брать. А? На уборщицу в туалете? Нет у них. Вот смотрите, я сейчас депутат местного Кенеша, мы недавно бюджет утвердили, районного Кенеша. И там вот есть такие статьи, где на самом деле на туалеты, на крыши, отдельно выделяется. Ну, конечно, это не каждый год для одной школы, ну, через 3 года ряд попадать. Для ремонта. Хорошо, но для ремонта. Я сейчас вот расскажу, и там есть штатные единицы для содержания, там уборщицы, вот это рассматривается, там есть. Хорошо выделено в этом году из нашего... Ну, сколько, например, например, на этот год, я точно знаю, 600 тысяч сомов на этот зарплату. Сколько школ? На сколько школ? Сом на 14 школ. Да сколько будет в месяц зарплата? На Нет, этот это год, еще на с этот. учетом Это же нормально, потому что содержать таким не совсем да. Ну вот родителям надо проводить разъяснительную работу с детьми, требовать в администрации школ. Бюджет местный, распределяется. Ну, не каждый, наверное, все. Ну не в каждом местном бюджете. Если эти- оно есть, можно утвердить, значит это уже... Да, Нет, об да, этом да, говорю. да. А как вас Нет, как величать? правило, Можно я? это возлагается либо на дворника, либо на еще Да, на совместительство какого-то- просто идет. А какой у вас Как свой правило, а мотор? сегодня уберу, а завтра тоже. Нет, Да. ваше А право, вот, тоже знаете, мы тоже свое. ходили по школе, и сейчас вот такие более продвинутые директора, они, как правило, стараются найти сбор мусора, найти какие-то источники, как бы построить новые туалеты, там, облагородить их и так далее. Это более современный, скажем, Подход, потому что на государство как таковое надеяться невозможно. Ирина, ну вот элементарно, потому что Нина Сергеевна, вот Араскан говорит, Да. ну, в депутатском корпусе 7 человек женщин, Да, вот да, и да. все. Вот они просто женские. кто-то и идет. А когда у нас вон, извините да. меня, мужчины, конечно. Ну и что еще проще, да? Что еще проще, если ребенок идет в школу? Пластиковых бутылочек в каждой семье наверняка есть, да? Ну, из чайника налейте туда кипяченой водички с собой ребенку. Каждый день ее поменяйте. Ну почему нет? Ну если нет. Такие портфели. Они из одной Нет, это вообще вот тоже. Да, Четвертый класс ребенок. Нина Сергеевна, портфель вот такой, я его вот так, у меня что-то говорю. И ребенок один, когда идет вот со школы, она вот, она еще мелко у меня, вот это тащит. Я просила учителя, говорю, давайте сократим. Например, они сидят до двое. Один тот учебник, другой тот приносит. Нет. Нет, Каждый должен нести. И ребенок потом сколиоз, и все это идет еще вот. хорошо. Но если здоровье ребенка дороже, чем, скажем, не знаю что, да, чем оценки, то Я вот не спорила, знаю. я и доказывала. Очень хорошая презентация. Спасибо большое. Шикарная.